Ежегодно в Башкортостане врачи выявляют около сотни случаев злокачественных новообразований у детей в возрасте до 17 лет. Центр детской онкологии и гематологии – объект, о необходимости которого в Республике Башкортостан глава региона заявил сразу при вступлении в должность. Оперативно подготовили проект, добились федерального софинансирования, но конкурсные процедуры выбора подрядчика продлились дольше, чем планировалось, и Центры детской онкологии и гематологии не начинали строить. Теперь, к концу 2021 года, ситуация изменилась. Глава Башкортостана Ради Хабиров на площадке будущего Центра детской онкологии и гематологии, который начали строить на базе Республиканской детской клинической больницы. Котлован практически готов, но две вещи мешают. Одна подстанция, которая вот рядом с голубым зданием находится, и вот за нашей спиной. Они питают здание основное. Это сети. Так, в октябре месяце приступили, получается, снесли два административных здания, выкопали котлован, вынесли действующий водопровод, действующую канализацию центральную вынесли. И вот уперлись в кабеля. Тут у нас две действующие подстанции, получается, электрические, и 36 кабелей. Сейчас кое-какие согласования проходят. Башкирэнерго, да? Нет, Башкирэнерго одна, и второе БЭС, это муниципальная. Само здание будет соединено каким-то ходом или нет? Да. Тогда переход есть. Будет на втором этаже переход. Вот я говорю, теплый переход будет, да? Да, Вот это обязательно, потому что Все замучаетесь. единым блоком будет. Здесь здание какое вы снесли? Это старая столовая? Здесь столовая, пищеблок старый, А да. пищеблок потом где? Здесь же Пищеблок будет? здесь внизу будет, в цокольном В цокольном этаже. Полностью со всей больницы пищеблок здесь был. Вот эта площадь, да, строительства? И туда еще Туда и в эту сторону. и здесь еще до Там на деревьев. макете покажем. Здесь большое здание, оно переходящей высоты. Здесь у нас будет полностью отделение детской онкогематологии с трансплантацией, онкохирургия, соответственно, через все Гематология. необходимые мероприятия по подготовке, лечению, это и лаборатория. И новое, то, что мы с Румянцевым согласовывали, вот академик Румянцев, это иммунологическое подразделение, отделение небольшое на 10 коек, но вот он рекомендовал очень, что это инновационное будет, как раз иммунологическое, да. Есть протокол Берлин-Москва, который разработали как раз в центре Димы Рогачева. Вот оно, да? Вот Да. этот вот корпус, Вот получается вот так вот, да? да, вот это вот Мы старый здесь корпус. находимся, вот здесь вот сейчас получается. Это самый большой корпус из тех, которые будет иметь больница на сегодняшний день, 17 тысяч квадратных метров. Вот он переходящий несколько этажей. Максимально 8 и до 5. Понятно. Здесь комплекс весь будет новые технологичные помещения, одноместные палаты, то, что нужно для онкологических и гематологических больных, потому что бактериальные тяжелые, обязательно с ухаживающим будет там по типу комплекса чистых помещений практически все. Туалеты внутри, да, в палате, да? внутри. Туалет, да. Даже с персоналом общаться через специальный шлюз Здесь специальная система аналогии. вентиляции будет. с инфекционными боксами. Вот проектировали под современные, да, как получше? Да, это мы делали за основу, как бы взяли центр Димы Рогачева, но там уже все-таки он достаточно старый, относительно старый. Мы уже в 2019 году к вам пришли, вы сказали, вначале согласуйте с ведущими нашими экспертами и академиком Румянцевым, вносили изменения. После этого мы же выступили на федеральную повестку и нас включили в ФАИП. Получается, мы сейчас находимся вот здесь, и сюда, вот в этой части находимся. Вот сам здание. И вот здесь одна подстанция, здесь вот вторая. Вот коллеги расскажут. Есть две трансформаторные подстанции ТП-2109. Она выносится в части техприсоединения через Башкирэнерго. Заключен договор между УКСом и Башкирэнерго. Оплачены средства, которые были на 2021 год. В связи с тем, что стоимость материалов и оборудования поменялась, естественно, появились определенные сложности с подбором подрядчика на выполнение данных работ. В данном случае мы выступили с предложением выполнить эти работы,
как на субподряде у Башкирэнерго предоставили сметную документацию. На данный момент ждем решения. Хорошо. Что касаемо второй подстанции 5419 АО БЭС. Есть соглашение между АО БЭС и Управлением капитального строительства на вынос подстанции. Ждем, значит, разрешения Башкирэнерго на отключение связи между подстанциями, которые также находятся в котловане, для того, чтобы отключить данную подстанцию и перенести. В Зуме тогда вас соберу, вас и БЭС, и Башкирэнерго. Там сразу тогда договоримся, я думаю. Там нас не устроит здесь, да? Вы после этого скажите, что я был здесь, и сформулируйте им поручение, чтобы они завтра, я время скажу попозже, были готовы представить уже развернутый план с ними, как это делать. Без всяких там влево-вправо. Потому что мы, откровенно говоря, эту стройку должны были год назад начинать. Если сейчас из-за этого еще будем тянуть, это плохо. Спасибо, Алексей. У вас опыт есть строительства подобных объектов? Где вы строили? Мы частные клиники строили. А частные клиники? Сколько квадратных метров там? Ну, было 4000. 4000. Ну, это большой объект. Это большой объект. У вас силы, средства, ресурсы, все есть, да? Вам не затянете ничего? Нет. Я лично буду контролировать вот эту историю. И я вас прошу серьезно отнестись. Потому что это уже, по идее, тут стены должны были стоять. Значит, оборудование современное, да? Да, да. Тут операционных сколько? Здесь операционная 2 будет. 2, да. Этого хватает? Этого хватает. Да. Но это прям напичканная современная операционная. Здесь основной упор, Алексей, на онкогематологию. Это именно вот технологичное решение, связанное с чистотой воздуха, с чистотой помещений. Вот она основную стоимость, вся эта технология, да. Целый этаж будет чисто технический, который будет содержать особое требование, да? Да. Практически стерильный воздух во всех палатах будет. Идти Вот, постоянно. Сколько коек у нас здесь? Здесь будет 92 койки. Вот вроде на 17 тысяч всего лишь Да, 92. это всего 92. Здесь именно за счет, вот будет один технический этаж только занимать это оборудование, которое будет подготавливать воздух и условия. Потом в основном операционное. Потом каждый бокс – это большие помещения, которые… Ну, 90 коек хватит нам вот на наши потребности? Значит, на миллион наших детей вполне. Вполне хватает, да? Хватает, да. А кадры есть у вас, нет? На сегодняшний день мы готовим. У нас есть гематологи. Может быть, отправить там на стажировку за это время? Вот Рогачева, Румянцева. Да, именно мы с Румянцевым очень тесно работаем, с центром Димы Рогачева. И здесь готовим на базе нашего университета анестезиологов, реаниматологов, целевая клиническая ординатура. И готовим детских онкологов для того, чтобы обеспечить. Отделение детской гематологии есть, оно просто переедет в правильные условия, а здесь расширим другие отделения. А вот это вот столовая здесь будет? Или Это что? нет, это холл. А вот там холл большой, да? Столовая, А как он соединяться? Вот здесь вот будет? На втором этаже, вот здесь вот не указано, на втором этаже поверху вот. Вот с этим корпусом? С этим корпусом будет соединение. Вот договорились, мы тогда в Зуме проведем, чтобы там вам не мешало дальше двигаться. Я правильно понимаю, то есть вы после Нового года, если там все это сразу закипит работа, зимой вам вполне комфортно можете делать? Сейчас на объекте выполняются, мы не стоим на месте, выполняем работы, связанные с монтажом, с прокладкой наружных сетей. То есть работа не стоит. Спасибо. Раниль Фаридович, ну, больнице на следующий год 50 лет у нас исполняется. Вот это вот самый старый корпус, который по проекту 68 года, в 72 году построен. И вот, В 72 году? В 72 году. И он, естественно, не соответствовал современным требованиям. И Последний корпус какой вам строили? последний вот этот. Это когда? Это 13-й год. Это вот диагностика здесь. Но этот корпус мы за счет нацпроекта сделали капитальный ремонт. Да, то есть здесь был коридорного типа, на отделении всего один санузел, ну, по старым меркам. Сделали в каждой палате сейчас санузел, сделали нормальные операционные. Вот приемное отделение. В каком году делали это? В 2019 году. В 2019 году завершили ремонт, и вот в таком виде появилось у нас приемное отделение. До проведения капитального ремонта реанимационный зал находился на 6-м этаже хирургического корпуса.
Благодаря реконструкции мы предусмотрели его расположение здесь, на первом этаже, непосредственно в приемном отделении, что значительно сократило время до начала оказания медицинской помощи. Таким образом, сейчас помощь оказывается сразу непосредственно, как пациент приводится к нам, и занимает менее минуты. Сюда поступают дети с жизнеугрожающими состояниями. Учитывая, что по скорой помощи к нам тоже приезжают детки с тяжелыми заболеваниями, разными заболеваниями, в том числе и с сочетанными травмами, после дорожно-транспортных происшествий, после падений. К сожалению, такие случаи случаются, и возникает необходимость комплексного оказания медицинской помощи. То есть работает мультидисциплинарная бригада всех наших специалистов. Это и анестезиологи, реаниматологи, и хирурги, и травматологи, ортопеды, нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги. То есть оказание помощи проводится непосредственно здесь. Имеется вся необходимая аппаратура, все обследования проводятся тоже на месте. Есть на месте УЗИ, все, что необходимо. Все специалисты собираются, проводится консилиум на месте. Если ребенок требует подключения к аппарату ИВЛ, тоже интубируется здесь на месте. После того, как уже оказывается вся необходимая медицинская помощь, на транспортном ИВЛ ребенок переводится уже в стабильном состоянии в палату реанимации. Созданы укладки для оказания неотложной помощи, и весь медицинский персонал обучен тем алгоритмам, которые нам необходимы в работе для оказания экстренной неотложной помощи. У вас бригады вот такие, они круглосуточно готовы, да? Да, круглосуточно. То есть дежурство, да? Да, бригады у нас и санавиация дежурит, 3 бригады круглосуточные, это реаниматологи и узкие специалисты, и плюс в больнице дежурные 6 реаниматологов, они всегда есть. Реанимационный зал никогда не бывает пустым. Никогда не бывает, да? Практически каждый день у нас поступают тяжелые детки, в том числе и диагностически неясные. Мы покажем вот путь, как к нам поступает ребенок. Ребенок поступает отсюда, здесь созданы удобные условия для подъезда машины скорой помощи. Если тяжелый ребенок, то раньше приходилось поднимать на 6-й этаж, но терялось время. Если ребенок поступает в состоянии средней тяжести, то он регистрируется после проведения необходимых регистрационных манипуляций, термометрии, да, как сейчас положено. Мы уже направляем ребенка. Сейчас с санавиацией нормально, да? То есть по вашему требованию у нас вертолет вылетает, все, то есть здесь вопрос. Конечно. Да, очень нам это помогло, Ради Фаридович, потому что вот буквально в этом году 100 вылетов мы сделали чисто для детей, и это особенно для младшей возрастной группы очень значимо. И Вовремя доставить. да. И самое главное, транспортировка на автомобиле, она же ухудшает состояние все равно ребенку, ну, тяжесть, а на вертолете все-таки быстрее. И покажем бокс один. Дети, которые поступают к нам в состоянии средней тяжести, в удовлетворительном состоянии, помощь им оказывается в приемно-смотровых боксах. То есть здесь есть, если поступает инфекционный больной, это полноценный бокс, который позволяет изолировать пациента и оказывать помощь здесь. На ковиде нам это тоже помогло, чтобы не заносить инфекцию. Снизить риск. Отдельный вход, то есть вот в результате капитального ремонта мы получили 5 боксов с отдельными входами. И мы можем здесь изолировать ребенка, провести обследование. Если это инфекция, то... И мы соблюдаем все требования Роспотребнадзора по эпидемиологической безопасности. Не надо нам, если вдруг будет пациент действительно с инфекционным заболеванием, закрывать больницу и так далее. Рабочее место у нас подключено к нашей единой системе, да? Да, к информационной системе. Здесь у нас работают как взрослые, так и детские пациенты. Можно отслеживать полностью всю эту историю болезни. Совмещено амбулаторно-паралитическое звено с нашим стационаром. И также, что удобно, республиканская больница у нас учреждение 3-го уровня. Историю болезни можно посмотреть, если родители что-то забыли в системе РМИАС, какие-то Что анализы. было в районе, да. Если это или потерялись, или как-то, да, в карте электронной, да. Это тоже стало очень удобно в этом плане. Ну и отсюда больные уже дальше при госпитализации поднимаются в отделение. Хотели одно отделение, Ради Фаридович, нейрохирургическое показать. Заведующий отделением Айрат Гафеевич Тимиршин, главный детский нейрохирург. Наше отделение нейрохирургии детей на 30 коек занимается лечением практически всего спектра нейрохирургических заболеваний, начиная от травм, от 0 до 18 лет,
Это пороки развития центральной нервной системы, травмы, опухоли головного и спинного мозга. Ну, из высоких технологий у нас, что можно отметить, что мы занимаемся нейромодуляционными методами лечения. Это имплантация нейростимуляторов, баклофеновых помп при различных нарушениях функций. Это спастические синдромы, недержание калой мочи, эпилепсия. Эпилепсия у нас хорошо развита и микронейрохирургическая, и имплантация стимуляторов вагуса. Вот, и одно направление, как сакральная стимуляция, мы начали в России самые первые делать. Передовое отделение не только в республике, но действительно на постсоветском пространстве много приезжают с Казахстана, с других. Молдова, Казахстан. Но, Расич, проблема какая? Более 10 лет эксплуатируем определенное оборудование. Вот хотим попросить на следующий год. Давайте для детской медицины в первую очередь. А операционная у вас на этом этаже? Или нет, в том корпусе. Операционная у нас хорошая. Хорошая, там нормально, да? Нормально. Здравствуйте. Как у вас дела? У нас эта девочка после микронейрохирургического удаления. Лежи. После операционной Лежи. Ну, как себя чувствуешь? выводим. Хорошо? Получше? Да. Слышат нас, помогает. Операция удачно прошла, да? Да, операция удачно прошла. Когда сделали операцию? Гистология уже 30 ноября. доброкачественная. Слава Богу, да? Слава Богу. Ну, с наступающим тебя. С наступающим. Новый год ждешь? Вот здесь у меня маленький подарок тебе. Лежи. Маме я вот сюда. Потом мы уйдем, потихонечку станешь и будешь играть. Ладно? Сколько лет? 7. 7 лет, да? Первый класс. Красавица. Значит, она у нас победительница всех наших приемов, за хорошее поведение у врачей. Поэтому всячески поддерживают. Здесь вот мы как бы разрешаем вот все эти вещи, чтобы был уют, домашний уют для родителей. Ну, слава Богу. Есть какие-то вопросы? Да нет. Нет, нормально, да? Вы сами откуда? Отсюда? А вы с Уфы, да, Да, получается? Здесь планировали мы привлекать специалистов за рубежа, но доверились нашей медицине. И Ну, то есть здесь ребенок, слава Богу, у нас, да. Мы именно Кайрат Гафиевича на него. Ага, слава Богу. Ну, слава Богу. У меня еще 2 братика. И еще у тебя 2 братика есть. Ну, они ждут, наверное, тебя, да? Младший есть у вас, да? Младший. Ой, от души поздравляю. Будьте здоровы, не болейте, пожалуйста. Спасибо. Все, искренне желаю вам, чтобы все было хорошо. Спасибо. Здравствуйте. Так. здравствуйте. Послеоперационная Так, это что-то... У нас в гостях глава республики Раис Фаич Хабиров. Так. Ну вот он точно не поймет. Мальчик, да? Мальчик. Ах ты. А сколько? 6 месяцев. Ой ты. Крайняя синостоз – это такой порог развития черепа, когда рана зарастает в сагитальный шов, и череп неправильно растет. Мы ему малоинвазивную хирургию сделали, да, через маленьких 2 разреза. Ой, какой позитивный пацан. У меня такой же вот чай. Все хорошо у вас? Да, Все нормально, да? Условия как вам? Ничего? Да, хорошо. У вас один ребенок? 2. 2 уже, да? Старшему сколько? 3. Вы откуда сами? С папой. Вы сами откуда? Салават. Салавата, да? Ну, здесь, слава Богу, чтобы у вас. Где у нас? Вот ему. Вот ему. Ну, давай посмотрим. Ну, ты все это в рот будешь тащить, конечно, да? Тянется. Да. Конечно, сразу заинтересовался. Ну, конечно. С Новым годом вас. С Новым годом. Выздоравливайте, самое главное, скорее. Так, это у нас... Подрался, что ли? Или упал? Мальчик порезался о стекло, вот, и повредил себе сухожилия и нервы. Вот. Здесь невролиз был, сейчас уже движения пошли. Ну, сохраните ему, да? Точно? Да, сохранили. Да, восстанавливается. Ты откуда? Села Киргизмейки. Киргиз-Мяков? Ну, тебе, слушай, после этого спортом надо заниматься. Борьбой надо заниматься. Как себя чувствуешь? Сейчас Нормально сейчас, да? Ты в каком классе учишься? 8. 8 уже? Ну, тебе в следующий год-то ответственный получается. Сколько лежишь уже здесь? В больнице сколько вам? Неделя. Неделя, да? Сколько еще?
Ну, на следующей неделе вначале выпишем. Уже выписывать? Да. Ну, поберечься надо будет какой-то. Ну да, все рекомендации даем. Они потом приезжают на контроль к нам. С какого района? С Игнинского. С Игринского? Ну, ты рядом здесь. Домой, наверное, уже хочешь. Так, это... Так, парни. Все, вас с наступающим Новым годом. Главное, выздоравливаете. Домой, наверное, хотите, да? Хотите домой. Ты, а какое село? Ставтиманово, да? Ага. Ну, давай, чтобы у тебя все хорошо было. Все нормально, настроение получше сейчас? Вы как кормите? Голодные не ходите здесь? Нет. Не ходите? Ладно, это все-таки... Ну, с наступающим, ребят, вас. С наступающим. Ты про спорт помнишь, да? Я проверю. Я проверю. Так. Ну, это И что с ней? травма из Кушнаренкова она девочка. Упала, что ли? Да? Садитесь, пожалуйста. Машина попала. Ох ты. Машину сбила, да? К сожалению, сейчас транспортных травм много. Ну, как у тебя? Как у тебя дело? Болит? Хорошо. Хорошо? Операцию делали? Нет, здесь операцию не делали, консервативно. Все методы обследования провели. Это Сотрясение? стандартная терапия. Сотрясение есть, да. Прям сотрясение. Ну, вот этот глаз плохо получается. Сейчас еще острый период. А сколько тебе лет? 8. 8. Ты второй класс, наверное, ходишь? Да. В школу, наверное, ходишь уже. На Новый год ты выпишете, нет? Да, выпишу. А, вы выпишете. Вы откуда, с какого района? С Кушнаренского. Кушнаренковского района. А где произошло? В селе или? Ну, недалеко от дома. Ну, вот, к сожалению, вот такое. Ничего, все заживет. До свадьбы все у тебя заживет. Вот, будешь самой красивой девочкой. Вот. От меня тоже тебе подарочек, кстати, посмотришь. Спасибо. Пожалуйста. А учишься хорошо? Да. На пятерке? Молодец, молодец. Ну как у вас? Все устраивает, все нормально здесь? Нормально, да. Мы стараемся, чтобы... Да. Мы очень стараемся, чтобы уж, по крайней мере, дети в первую очередь получали хорошее качество. Здесь вообще очень хороший врач. Вот видите. Ну все, чтобы в следующий раз, вот прям вот 5 раз смотри. Всегда надо рассчитывать, что обязательно какой-нибудь глупый человек попадет за рулем. Вот сами переживаем за это. Спасибо большое. Спасибо. Заступающий. Реконструкцию мы сделали. Уже играет? Пока. Сероглазый какой, да? Сероглазый, да? Голубоглазый, да? Да. Ладно. До свидания. В каждой палате сделали, вот, да, потому что... Безусловно. А этого не было раньше? Этого не было, нет. До реконструкции Сейчас не вообще было. удобно, хорошо. Конечно, если бы... вот там, вот где мы делаем. До свидания. А там все предусмотрено ради... А там душевая будет? Там и душевая, да, там все будет. У нас в результате вот этой вот реконструкции уменьшился немножко коечный фонд. Было отделение на 40 С коек. наступающим Новым годом. С наступающим. Спасибо. И благотворители... Так. Так. Ребята, с Новым годом. Так. И вот вам тоже. Это что вы здесь рисуете? Это дети играют. Ага, правильно. Давайте, правильно. Все уже выздоравливаете? Все нормально, да? Давайте. С Новым годом, ребята. С Новым годом. Не болейте, самое главное. Вот этот вот уголок у нас благодаря благотворителям появился, фонд «Территория счастья». Вот и книги, и уголок, и дети с удовольствием здесь занимаются. С наступающим вас Новым годом. Спасибо. Не болейте сами, пожалуйста. Спасибо. До свидания. Радик Фрич, добрый день. Вы посмотрели сейчас, частично посмотрели в палатах, побывали в Республиканской детской клинической больнице, посмотрели строящийся объект и взяли под личный контроль это дело. Почему? Это вот, на мой взгляд, вот все, что связано с детским здравоохранением, это очень нужно, очень важно, очень чувствительно. Я же говорю, уже сам факт, что дети болеют, плохо. До свидания. До свидания. Поэтому вот мы должны создать все-таки очень качественную медицину для них. И здесь вот, когда такие объекты строятся, может быть, низкими темпами, это неправильно. Мы выбили деньги, там есть федеральное финансирование, наше финансирование.
Вот, поэтому, конечно, сам буду контролировать. Сам буду контролировать и сам, дай бог, перережу ленточку, когда мы его в 2023 году откроем. Я думаю, что с вашим упорством точно перережем и точно откроем. Здравчас состоялся. Такой символичный, подводящий итоги 2021 года. Непростое время здравоохранения. С уважением относимся. Безусловно, и смысл был опять сказать спасибо нашей системе здравоохранения, нашим врачам. Вот, они этого достойны. Это время мы будем помнить, будем их поддерживать. И вот самое главное, система здравоохранения республика этот тяжелейший удар выдержала. Спасибо. До свидания.